Что там, Олег? Что, нормально? Закипает. Доброе утро, ребята. 8 утра. Блин, выспались. Ну как выспались? Короче, спал как убитый, ребят. Вчера так замотался. Ну, сутки был на ногах. И, в общем, прям уже так подбило меня. Зато бам, вырубились и все. Ну, проснулся, ребят, на диванчике, телевизор, в общем, домашняя атмосфера. Встали, умылись, позавтракали. Яйца там, вчерашнюю картошку с помидорами все замутили. Вот так вот. Ну что, друзья, второй день у Олега на кордоне, ну, у ребят в целом. Будем заниматься рыбалкой, делами. Сегодня у нас гости. В 9 утра примерно, плюс-минус, поднимется Володя. Владимир. Вечером Владимир, короче, два Володи приедут сегодня в гости, рыбачить, отдыхать. Сейчас прокатимся, посмотрим донки. Вчера что у нас получилось? На том песке 3 поклевки, ясь налимчик, 1 сход. Ну, не подсекли почему-то. Здесь взяли килограммового, прямо напротив. Ну, прокатимся, посмотрим продольник, посмотрим сетюшку на живца. Она у нас стоит. И просмотрим пару крупных сеток на изя. Там ставили на автоклав. Потому что взял автоклав, будем делать консервы. Что-нибудь все равно наловим. Ну, короче, как-то так, ребята. Сегодня как будто бы дождь обещают небольшой. Ну, видно, что пасмурно. Ну, а так, все здорово, ребят. Давайте начнем. Начнем телодвижение. О! У Олега такие бочки, ребята, с прорезами, с дырочками. Ну, фляги. И вот он, где рыбачит, он вот так кидает воду. Вот здесь у нас налим. Там у нас на пляжу живец с езем, которого вчера поймали. И рыба у нас, вот будем жить 3 дня, и у нас рыба, она у нас живая, ничего не портится. Понятно, что не жарко, но рыбку домой привозишь еще свежую. Вот как-то так. Бросили. Приехали, поймали, загрузили, все. Надо что-то достать, покушать, приготовить. Достали. Вот такие дела. Сегодня будет баня, ребята. Будем топить баньку, попаримся. Ну и вот здесь такая площадка, смотрите, ребят. С водочки что-то достали, положили не на песок. Ведра, леечка, вода греется. Олег Лук поливает. Там у нас тенечки ГСМ. Ну, 2 водочки, двигаемся у Олега. Более удобней, потому что и сетки ставишь, и проверяешь. На моей не особо так это удобно. Ну и вот здесь, ребята, видите, такая палка. У Олега есть насос. Короче, вода качается. Все условия. Миножики, ребята, тоже. Чтоб не померли. Топим их. На день их, они нам не нужны. Чисто на вечер. Дергается? Конечно, конечно, Андрей. Должно рыба ловиться, ебаный в рот. Как нет? Да, тоже лежит. А вчера ночью у нас на эту попался, да? Да. Что-то как будто, ребят, дергается. А нету ничего. Нету? Или что-то мелкое. Нет, ничего нет. А нет, что-то есть. Угу.
Язик, опять язик. Сука. Сука, падла, видишь? Ну это. Немножко. Немного все разбил, но. Немного. Ну, Червя садим? Ну да. А что червей садить понту? Червей садить понту, мне кажется. Понта нету? Ну. Что? Просто так закидывать? Просто так тоже не пойдет. Давай хоть червя тогда, да? Эти ребят что делают? Есть. С миногой. Просто дрова ее разбирает. Вот. Они беспощадные. Вообще. Мелкий язык, он беспощадный. Ну, походу ясь начинает клевать, друзья. Это хорошо. Всё? Да, здесь готово. Полетели. Вот здесь, ребята, рыбейка есть. Видите, аж колокольчик скинул. И леска вниз. Леска ушла. Можно будет донышку переставить. Водичка падает чуть-чуть. Он валяется, да? Да, она дергается даже. Это хорошо. Перекинул. Да, тут можно переставить. Что-то ничего не чувствую. Что-то есть. Ай, молодца. Ай, бля, ясь, сука, вперед. Просто ясь хуярит. Есть пошел. Налима нету. На червя, на миногу. Тишина. Ну, хорошо, ребята. Язык-то тоже неплохой. Есть пошел. Наверху. У меня еще тихо. Снизу. У меня еще тихо, по-любому. Ну, значит, на том пляжу нормально будет. За навалом, друзья. Лишь бы продольник работал. А так живцом мы обеспечены. Но еще будем щуколовки ставить сегодня. С берега, да, Олег? Ага. Иванчик приедет и ставит нам. Он щуку хуярит. А, да, да. Вот она. Колокольчик лежит, да? Да, да, он дергается. Смотри, как дергается. Срок это, кажется, еще не созрел, я понимаю. Не созрел, думаешь? Ну, проверь, да? Да, школку проверь. Пойдем, да, продольник проверим. Ребята. Банда подтягивается, да? Да, да, да. Место встречи изменить нельзя. Ну, Петро, кидай. Ага. Оно бывало. Нравится. Немножко поправляй там где-то что-то, мусор, не мусор. Я понял. Живая, живая. Живая, живая. Живая. Уже нормально. О, налим, братан. Это же хорошо. Да. Налим попался, друзья. Это так, да? Вот теперь держись, да. За веревку держаться надо будет. Я буду пытаться стоять. На живца хапнул, блин.
На живца хапнул, говорю. Ну это хорошо. Такие моменты тоже бывают у меня. Так, чих, иди сюда. Живца сразу бери вон здесь. Убирай этого четкого. Глаз сюда, загибу его. О. Есть. Давай, да, все? Все живое, нормально. Если что-то дохлое, сразу меняем. Да нет, вижу, Все хорошо уже. все нормально. Щука не берет, короче, братан. Ну, возможно, ночью опустим на дно все это дело. Ага. Если щука не берет, опустим тогда. Вижу, вижу, бля. Последний. Да, да. Вот, пускай. Все. Но тоже не зря дали. Конечно, Андрей. Один налимчик попался, ребята. Хотя бы так, да. Нельзя забираем, Олег? Нельзя. Нельзя. Конечно, конечно. Руку не забираем. Сейчас. Так, и что у нас тут живец, да? Живец весь живой. Конечно, будет живой. Живой, как жив. Шаги всегда живой. О. Пойдет. Так, ребят, ну что, прибыли. У нас одна поклевка явная. И вчера вот эти крайние вот звенели по изи. Правда, ночью, блин. Ну, сейчас все проверим, посмотрим. Потихоньку идем, проверяем. Перенакидываем. Опа. Есть. В общем, не зря вчера уехали, да, по сути? Ну, конечно. На, смотри. Все живое. Живой, да? Да, живое. Ножки живые. Не хотит налим здесь, да, братан? Не хочет налим здесь, да? Что-то куда-то странно. Короче, как-то не густо, ребята. Там 4 донки у нас, 2 изя. А здесь 10. И вот одна поклевка вроде была. Ну, все поедено, понятное дело. Миногу не хотит. Ну, вчера вечером тут ясь был. Возможно, сегодня вечером здесь тоже будет рыбалка. Пораньше только приехать надо. Непонятно, короче, пока. Потихоньку, маломайский. На продольник на лемяха попался. В общем, он как-то так. Сетки еще не проверяли. Там на изя стоят сети. Может, что попалось. Олег, вода-то как летом. Да? Вообще красава. Нормально. Так. Ну как ты
как обычно, дурак. Вот, Я дебил. Я... Вообще не понимает, ребят. Ну нахуй. Так мы на рыбалку приехали. Давай, сандали снимай и пошли. Разноси все это дело. Давай. Так, тебе что портит, холодос. Короче, Ой-ой-ой. Это шашлычки вечером. Я вот эту привез решетку, будем на ней жарить. Ну вот как-то так, ребята. Все, прибыли. Сетки не проверяли. Короче, есть снизу еще пляж. Буду выставлять там донки. Короче, надо раскидывать. Где-то вот он клюет. У нас 4 донки больше поймало, получается, чем там 10. Так что вот. Как-то так. Ну все, что. Приехали гости. Потом вечером за Владимировичем поеду. Короче, нормально. Веселуха будет. Так, ну что, мужчины? Давайте, дядьки. Давайте, дядьки. До встречи, да? За встречу. Наконец-то я тебя, Андрюха, увидел вживую. Я же говорил ему, он такой же, как я, ебанько. Он мечтал с тобой По увидеться. сказке Морозко, понял? Да. Так что как-то Ну, так. давай, что вы так Алифаны, что? Да. Понял, нас А догнали. мы нет, что ли? Ну, А все. мы нет, что ли, с тобой? Нет? Давай, давай, давай. Оп. Его брат мой брат, понял? Конечно. Ну, Всё, так. приятно очень. Давай, Давайте, ребята, Так, давай. выпьем этот напиток рыбацкий Мгм. за встречу и за знакомство. А, ну и за рыбалку, да? И за рыбалочку, обязательно. Это будет позже. Ого. Что, пожарим, да, Олег, чисто, да? Ну, да, конечно. О, хороший шматочек. Супец есть. Кстати, это... Не тормози, как я и говорил. Осень сейчас придет и надо готовиться и тоже тебе. Подготовимся, я просто... Да, ребята, дождичек. До 3 часов вроде как по прогнозу обещалось. Я погоду смотрел, немножко мониторил. В общем, приехал. Тоже смотрит канал. Очень приятно, конечно. Рад встрече. Да и в целом, как бы, новые знакомства, ребята, всегда хорошо. Если вы хотите посмотреть здесь какую-то лютую рыбалку, ребят, ну, по-любому никак. Ну, на сетке там, может, рыбка попадется, понятно. Но дело не в этом. Я приехал к Олегу на весновку. Ну, это уже последняя стадия весновки. Поднялся на моторе 100 километров, ребята. Я хотел это сделать для себя. Пройти лично своим ходом. Потому что это одна река, на которой мы рыбачим. Олег рыбачит здесь, я рыбачу там. Немножко поделиться своим опытом. Олег вот мне показал, как добывают миногу именно весной. Вот посмотрел у него доночки. Все это, ребята, вот так, понимаете? В целом это все вот постоянно вот эта идиллия, это все вот ты там наработал, там увидел, там услышал. И все это вот, ребята, приходит в рыбацкий вот этот большой котел, который все вот нарабатывается с годами. Ты становишься все матери. Ну не суть. В общем, сразу скажу, ребят, что ну, ребятки матерятся, ребятки выпивают. Я этого не скрываю, как бы и никогда не скрывал, всегда показывал, что нормальная система, нормальная рыбацкая тайговская жизнь. Это помимо рыбалки, это и отдых, это общение с друзьями, с природой. Я этого не скрываю, не уделяю. Кому-то это там неприятно, там противно. Не смотрите, друзья, и не пишите гадости. В общем, я вот мониторю, как бы тоже по комментариям. Какие-то женщины там, смотрю, пишут, что что-то им не нравится вообще. Ну, ребят, это как бы не детский канал на самом деле. Это канал о рыбалке, о жизни вообще. Жизни на севере и в целом. Это порядки вещей. Просто так многие говорят, что там, знаете, там, там дрова, там, пьяные, там, ну, ребят, кто когда видел меня вообще в пьяного, там, в кал, в дрова, там, я не знаю. Мы выпиваем
сколько нам надо просто для настроения, для здоровья, там в целом для сна, там зимой для здоровья, чтобы согреться. Тут под настроение, вот и все. Ни больше, ни меньше. Утром всегда встаем, завтракаем, как бы. Если ты там будешь пьяный вкал, там, я не знаю. Мне кажется, там у тебя на утро никакого аппетита не будет, это 100%. Короче, ребят, не буду грузить, давайте будьте проще. Понимающих с пониманием, не понимающих разумейте, друзья, как бы будьте намного лояльнее, как бы не надо накидываться сразу, грубить. Судьбу человека не знавший и вот так сразу такие выводы делать тоже не стоит. Короче, ребята, жарю мясо. Вон привез там целую 3 коробки продуктов, опять там навезли. Мы вчера привезли, короче, еще Владимирович походу привезет. Тут можно на неделю оставаться, жить просто. Вообще труба. Ну, в общем, мяско, ребята, жарим, обедаем. Ребята едут проверять сетки, а я займусь делами. Я говорю, ну, давайте там сами, потому что они хотят еще на одну старицу заехать, там посмотреть нельзя. Возможно, там сетку бросят. Короче, пускай они двигаются, тем более тоже не виделись. Они как более общие друзья, пускай вместе. А я здесь на кордончике поколю дрова. Баньку, может, приготовлю. Олег, если насос сделает, затоплю баню. Вот он, дровишки поколоть. Ну, короче, как-то так. А вечером пойду на пляж. На следующий пляж. Там выставляться. У нас 2 пляжа уже стоят. Особо как бы так плюс-минус. Червячки подъехали, кстати. Привет, Вова. Нормально. Ну а что так не жить, ребята? Я сюда приехал реально кайфануть, потому что ну изба реально кайфовая. Сами посмотрите и вот наблюдайте, что есть все условия, которые просто у многих нету даже в домах. Все здесь есть насос, вода, есть холодильник, телевизор, все есть. Живи просто и радуйся. Рыбачь и находись. Свининка, ребята, прям со шкуркой. Ну, чтобы шкварочку вытопить. Чтобы масло было хорошее. А Олег, как обычно, ребята, привоз 4 рябчика. Рябчики тоже на обед. Бульон сделал лапшу. Потому что банда будет, кормить надо мужиков. Короче, я как обычно по кухне. Ну, мне нравится, друзья. Почему-то меня тут называют, типа, кулинар какой-то там, поваренок, ребят. Я просто балдею от этого. У меня свой кайф. И в этом тоже есть. Я не какой-то профессионал, я люблю готовить просто. Дома я не готовлю, ребят, поверьте. У меня дома хозяйка готовит так, что просто рестораны отдыхают. А здесь я люблю заморочиться. И просто для пацанов сделать приятное, потому что меня это не напрягает. Так, что у нас есть? Вкуснотища, да. Так, перец красный молотый, лавровый лист, смесь перцев, черный молотый, приправа для мяса и фарша. Вот это можно добавить. Точно, братва, будьте здоровы. Вот, чисто мяска по-мужски. Короче, этот со шкварками сделал, ну, вытопил. Самая тема. Да. Давайте. Тем более Давайте посмотрим. водку пьем, чтобы обволакивало. Да. Что не забалдели. И как обычно, коронную фразу сказать, ни хвоста, ни чешуи. Поняли? Поставим, все расставим, и будет хорошо. Все будет четко. Пока флягу не поймаем, домой не поедем. Я точно не поеду.
Ставим водолея, ребята. В общем, здесь видите, какие берега. Ну, ребята, короче, решили упростить всю ситуацию. И есть насос. Будем набирать воду насосом. Вон Вовчика аппаратик 9,9, 9,8. Тоже гладиатор. Вов, а что за лодка у тебя? Роджер. Роджер? Так у меня тоже Роджер. Роджер 3,5. У меня тоже Роджер ПНД. Да? Да. Значит мы, бля, братаны, ёпта. Ну да, смотри. Вот такая красненькая красотка. Короче, ребята, вот такая удочка. Это по большой воде, конечно, больше. Вода сильно упала. Здесь у нас все вот. И сейчас 220 шланг идет. И вот набираем спокойно воду, какую хотишь. Какую хотишь. Прям с обрыва. Такая рогатолина стоит. Жесткая. Привязан насос. И все дела, как дома. Вот так вот, ребята. Все это делается по красоте. Будем мыться сысольской водой. Давайте рыбу везите. Ну все, ребята, погнали. Они поедут вниз. Там, короче, сетюшку вчера ставили, пока поднимались. Минок посмотрят на ловушке. Там сетюшку еще одну поставят. Ну, короче, как-то так. Ну, а я здесь, ребят, на лагере. Буду топить баню, готовить обед. И все с этим связано. Балдеть, отдыхать. Короче, я сегодня я на кордоне главный. Так что на обед суп из рябчиков, ребят, будет. Поставил рябчиков. Ну, пускай минут 40 поварится. Для начала наносим водичку в баню. И будем уже заниматься остальными делами. Ну так-то что, удобно. Раз, два и готово. Стоять. Раз, два и готово. Все, пошла возня.
Так, ребят, ну что, у нас рябчик поварился уже минут 40. Пора закидывать. Будем готовить его с лапшой и с картошкой. Сделал сейчас зажарку с луком. Не знаю, зажарить или... Наверное, зажарю, да. Лук, морковка. И, короче, будет песня. Нет, скорее всего, ребята, сделаем прям туда. Все. Такое будет вареное. А хотя можно и зажарить. Короче, сейчас что-нибудь. Здесь, ребята, есть и морковочка. И лучок. Так. Картофан. Короче, все понемножку привезли, и он картошки, блин, на целый месяц жить. Сейчас сделаем, ребятки. Нормально, парни приедут сегодня. Владимир еще, надо будет за Владимировичем мне ехать в деревню. Пойду на своем моторе. Вот, а парни сейчас занимаются там. Так что вот как-то так, ребята. Вот такая таежная романтика. Жизнь в тайге. Ну, она не может быть иначе. С такими удобствами, ребята, здесь можно проживать хоть неделю. Чистый, бритый, мытый. То бишь, никаких таких-то трудностей я не вижу. Все хорошо. Все хорошо. Ну все, ребятки, что? Сейчас картошку добавим. А потом лапшички еще. Как бы, ну, основная тема должна быть, чтобы был бульон. Был бульончик. Так. Черные ноты.
Что тут у нас с банькой? О! Пошла возня, ребятки. Хорошечно. О, сегодня банька будет душевная. Все. Все, ребята. Заканчиваю, в принципе, готовить репчика. У меня, в принципе, все готово. Сейчас минут 10 еще поварится. Кидаем лапшу. Кидаем лапшичку, ребята. И все готово. Все, ребятки. С 15 минут. Тут самое главное, ребят, бульон. Понимаете? Самое главное в этом блюде это бульон. Я почему сделал полную кастрюлю? Потому что это бульон. Здесь, ребята, две печки. Получается, одна в основной. И здесь вот при баннике такая маленькая. Сегодня я буду спать здесь. Сейчас протопим тоже маленькую печку. И дрова, кстати, заготавливаются тоже тут по-разному. Большие, маленькие. Сейчас маленькую тоже протопим. Вчера протапливали то помещение. Сегодня, не знаю, наверное, не будем топить. Сегодня вот это протопим. Сегодня я буду спать здесь. Я люблю, ребята, на такой панораме отдыхать. Красота. Спишь, конечно, вот так. Это круто, блин. Да и парни приедут по-любому. Что там у нас? Ага. Парни приедут по-любому. Срущие. Надо, чтобы здесь помещение тоже готово было. Потому что здесь самое... Ну, вещи сушим. Туда-сюда. Что-то тут полное, короче. Надо прожечь ее. А вот, ребята, тут смотрите, такая могилка. Тут не один сгорел, короче. Полностью сгорел. Ё-моё. Да, он целиком, короче, ребята, сгорел. Ну что, ребята, что могу сказать? Сказать нечего. Просто красота. Ну, блин, сами все видите, ребята. Я когда сюда попал, вот, когда еще не знаком был с ребятами, мы с Васильевичем делали здесь рыбалку, экспедицию и нашли эту избу. И у меня сразу было первое удивление, конечно, блин, да ну нафиг, как так? В лесу и вот прям вот так четко. А сейчас я, ребята, с хозяином избы, грубо говоря, на рыбалке.
Ну, очень, конечно, замечательно. Понятное дело, Олег мне рассказывал, как они здесь, как они все это завозили по большой воде, доски они сплавляли там, ну, короче, тут тоже, ребят, делов на самом деле. Ну, так, да, все видно, что четко, все красиво, но я представляю, сколько трудов здесь вложено. Тут возле дома так бывает, построить не можешь. Очень, ну, сложностей, очень нюансов много. А здесь в лесу все привезти, инструменты, это все не за раз все это завозится, конечно. Мощно. Да. Не знаю, ребят, мне, в принципе, вот на связи, вот два телефона у нас, здесь одна сим-карта ловит. Надо вот Владимировича, конечно, вот ждать. А так, наверное, пойду дрова поколю. 1:30, ребята еще не поднялись. Они еще будут, ну, я имею в виду, они еще будут выше подниматься, сетку Изёву проверять. Так что времени очень много. Можно и дровишки поколоть. В общем, ребята, дождался, как раз только хотел дрова пойти колоть, и Владимир звонит. Все, говорит, приезжай, Андрюха. Я поднимаю сейчас в другую деревню, ребята. В общем, у меня маршрут получился за 100. Вверх по течению. Парни так и не едут. Ну, дождь закончился, хоть хорошо. Ладно, что, прокачусь. Заберу Владимировича. Погнали. Прибыли, ребята. Я привез розу-то. Молодец. С запасом карабинов, блядь, до пенсии. Ну нихуя себе. Ну все, ребята, на кордоне. Вся банда в сборе, Владимировича привез. Все шикарно, все отлично. Пойдем обедать, репчика. Что там с банькой у нас? По красоте, походу. Не залазят. Вода уже она теплая. О, можно. Так, ребят, ну что, собираемся. Вторая вылазка сегодня. Я сегодня с Вовой. Другая лодка. Короче, едем, ребят. Остатки, ребят, у нас миножки. Смотрите, Ага. ребятушки. Вот мы так вот в холодной водичке, смотрите, оп, оп. Вот они сюда чудесным образом, сюда, оп. Все. Все. Вот тут хорошо. Баночка пустая. Ага. Сколько штук? Десяток есть, да, еще? Больше даже. Ну нормально, как раз нам Нормально, поставится. хорошо. Да. Ладно, взял, да, этих? Да, вот, вон у меня. Всё. Все.
стоят, да? Непривычно, ребята, на мягкой. Уже непривычно. Что? Спустились вниз порядком. Вот здесь такой пляжочек. Здесь коса, ручей и получается вытек по ту сторону. Вот как раз вот это место можно забирать. В принципе. Вовка знает. Ну и в принципе тут на глаз видно, что вот здесь вытек. Вот, ну как бы она карманом берет. Это самое перспективное место для донок, ребята. Вот сразу смотрите, многие ручей, обязательно внимание. Поворотиста, коса и вытек, смотрите, видите, ребят, по той стороне бьет. То есть здесь перспективно тиховодье для налима, пошарудить ночью. Все, Вовка готовит ветки. Я начинаю. Прикольно, ребята, так побывать в незнакомых местах и попробовать везде. Потому что у тебя есть определенное время, и ты можешь законетелиться. И поискать налима. Это круто. Это моя любимая рыбалка, ребята. Она мне очень нравится. Вован насаживает, я приготавливаю. Блин, когда, ребята, есть напарник, конечно, так круто. Быстро все это делаешь. Вообще четко. Вообще четенько. Тут немножко в воду пришлось залезть, да? Потому что. Супер классно. Вот, смотрите, видите, пучочек. Да, вкусняшка. Хорошо. Вкусняшка. Особенно для налима и подъязика. Вот это самая тема. Давай. Вот сейчас смотрите, ребята. Запуляй. Ага. Давай, Вова, запуляй его туда. Опа. Красава. Вот, ребятки, еще один налимятник. Оказывается, очень приятно, что вот ребята вот именно так бодаются. Ну, это рыбалка интересная на самом деле, ребята. Донка, да? Простая донка, рогатулька. Все с этим связано. В общем, у нас здесь песочек, мы здесь бросаем 5 доночек и поднимаемся. У нас там еще сверху один пляжик. Там еще 4-5 штук поставим. И поднимаемся, остальные, которые уже стоят, перепроверяем уже к вечеру. Ну, короче, как-то так. В целом. Чисто на пробу, ребята. Просто поставим на пробу. Потому что, ну, червяк, понятно, если елец есть, какая-то мелочь его съест. Ну, немножко будет работать. И налим, как бы, если он здесь есть, он должен взять. Чисто на пробу пробиваем пляжи, ребят, которые будут работать. Потому что у нас в дальнейшем здесь будет рыбалка. Через неделю, возможно. Я, конечно, сюда не буду подниматься на моторе 100 километров. Приедем на машинах. Уже от Олега поднимемся. И уже будем понимать, где можно. Понятно, что вода упадет, еще что-то упадет. Ну а так, огонь. Вот такая, ребят, проверка. Проверка в Верховье. Лично для меня. Так, ребята, еще один пляжик. Здесь попробуем тоже поставить. Здесь тоже попробуем поставить. Ну, чисто так, эксперимент. В это время, ребята, река здесь очень узкая. Очень узкая река. Такая изинные места. Обычно обрывы с пляжем. Обычно такое место любит ясь. Но лично у нас. Короче. Ну, в общем, все. Сейчас вот еще пару донок
Переезжаем. Ну вот, ребятки, выставились. Еще у нас 2 плешка. Посмотрим. Посмотрим. Сегодня баня. Смотрите, ребята, как упала вода и какая жесть творится. Блин, круто. Ребят, листва уже начинает зеленеть-то. Мне надо тоже к приезду, не знаю, день, наверное, уделить как-нибудь. Хрен знает, столько у меня сейчас времени не будет. Но надо съездить по Налиму. Вот, ну, свое любимое место. Туда надо, ребята, обязательно съездить. Именно вот сейчас. Ну, то бишь, вы что понимали, ребят, каждое место, она работает по времени. И надо вот прям реально попадать. Когда ты попадаешь, ты понимаешь. Ну, это бывает день, 2, 3. Все, по рыбалке. У Олега пошел я здесь. Понятное дело. Но у меня еще неделька, наверное, подождем. И тоже заезжем. Все, перегоняю лодку. Опа, ВХшка, игрушка, ребята. Опа. У меня кто-то есть. Есть, да? Да. У меня щука, прикинь. Щука. Фига себе. Смотри, какая здоровая. Щука, ребятки, попалась. Опа, стоять. Она что хапанула-то? А, смотри, подъязок взял. Подъязок взял, она подъязка хапанула. Владимирович, подъязок взял, щука хапанула. Да. Вот это да, ребятки, пойдет. Ну такая килограмм, да? Ну. Нормально. Короче, тут нету, обглодали, короче. Щука, значит, клюет. Правильно Олег ставит эти Что? продольники. Ну, продольники тоже будем проверять, да? Надо проверить, да? Давай, давай, давай. Там у нас живец есть. Блин, ни хрена себе. Хапанула, ребята. Ты их снимай тоже, Андрюх. Вот такая, блин, зараза. Щука на мелях хапанула. На песке кормится. Зараза. Изька такого. Изек небольшой хапнул. А она его хапанула. Попалась. Идем, ребята, на другой пляж. Все-таки Олег не посоветовал хрень продольника, правильно? Попалась щука на живца, на езя. Ёк-макарёк. Да, значит, все правильно. Значит, завтра щуколовки будем ставить. Уже темнеет. Проверяемся и в баню. Сегодня баня. Так, прибыли, ребята, на другой пляж. Готовим донки. Какая-то рыбейка, что ли, сидит. Не могу понять. Да, как будто что-то водит. Ага. Езёк.
Злодей, блин, а? Обмануть захотел. Я пошел дуром, ребята. Изек. Ё-моё. Андрюх, Ну здесь бочка, ребята. Отбусим здесь рыбейку. Кстати, ребята, у нас Владимирович привез личинку майского жука. Надо поставить вот такие штуки. зацеп. Зацеп? Пробуй что. Вариантов нету. Можно на лодке, но вряд ли. Личинку майского жука тоже поставим. Попробуем. Так вот. Ну, нормально. Водичка падает, ребята. О, рыбейка, ребята. Ебать. Андрюх, это уже слишком, бля. Это елец, ребята. Елец, смотрите, какой конь. Вот он подгрызает. Это ельчик, ребята. Смотрите, какой конь. Блин, у меня даже руки не хватает. Стой, стой, стой. Ты уже дома, брат. Ты уже на жареху пойдешь. Это елец. Это не ясь. Охрененно. Вот они обгрызают. Вот так вот, ребята, кордончик. Кордончик. О, Владимир печку затопил. Значит, замерз. Мы приехали. Ну все, ребятки, дома. 2 песочка оборудовали. Проверили эти. Блин, щука попалась. Все-таки продольник правильно, говорит, надо ставить. Ну здесь вот там прям, тут прям речка, конечно, уже своя. Прям уже в берега хочет впадать. Все, ребят, наш флот. Отдыхать. Идем в баню. Все. Отдыхать. Сегодня не будем стоять по налиму. Потому что сегодня баня. В бане надо попариться. А после бани тоже не то пальто. Так что так. Вот так, ребята, пропадая. Надо бы хоть на связь выйти. Домой позвонить как-нибудь. Что все хорошо и хоть нормально все у меня. Нормально. Владимир вот баню, говорит, натопил. Посмотри. О! Вот это пойдет. Пойдет, вообще пойдет. Ты не распаивай, Владимир, баню-то. Он сгорит, но не терпит. Вода закипела, да? Я уже менял. О, Раза. хорошо. Хорошо. Хорошо, очень. Там вообще просто Ох, четко. Сейчас налим жарить будет.
это все, это бывает. Это. Понял? Тут видите, смотрите, как сыснулись два кулака, как бы, блядь. Хорошо, ребята. О, вот это пойдет. Вот хорошо. Только русскому человеку, он водку пьет, она горькая. Он говорит, хорошо. А в бане сидит, там подают под 100. Он говорит, хорошо, давай еще. Это только русскому, ребята. Только русскому. Потому что когда 3-4 дня мужья не моет, потому что